Дорогие друзья, сегодня мы находимся в Хатасской средней школе, находимся в мастерской и беседуем, и делаем интересные вещи с педагогом, с Артемьевым Петром Афанасьевичем. Здравствуйте. Здравствуйте. Петр Афанасьевич, сегодня мы будем выпиливать Оберег. оберег. Весь харах. Дорогие друзья, вот выглядит вот так. Вот у нас Эскиз. заготовочка, эскиз. Шаблон. Шаблон. И вот уже мы приклеили с помощью обычного клея на наш материал. А материал, расскажите вот про вот этот материал. Это у нас мельхиор. Мельхиор. Ага. Получается после латуни с мельхиором. Ну, мы в рамках Вообще кружка он очень приступили. такой мягкий материал, да? Ну, относительно тоже от толщины зависит, но при выпиливании мы заметили, что с ним проще работать, как бы. Он очень похож после финишной обработки и полировки на серебро. Очень многим ребятам нравится, и вообще у нас серебро считается сакральным материалом, металлом, защищающим. Так, мы приклеили простым клеем. Заготовочка у нас, по-моему, размерами где-то 2,5 на 2,5. И нам понадобится ювелирный лобзик с установленной пилкой. Пилка должна быть тоже установлена правильно. То есть звучание примерно как у струны. Слишком слабое натяжение приведет к тому, что лопнет пилка. Ну и приступаем потихоньку. Мы выпиливаем Да. наш будущий оберег именно по оберег. Весь харах. Ага. Да. Давайте я начну, вы Давайте. попробуете. А я попробую. Не спеша тоже. Самое главное тут не торопиться у нас. Ага. Кто-то пожалел клея. Вот. Садитесь, пожалуйста. Ух ты. Так, значит, Получается, вы Вот. поудобнее. Да, Самое главное у нас держать его очень так крепко, да, в руках. ровненько. Ага. Правильно? Оп, Ой, не мамочки. спешите, тут вообще силу прилагать на самом деле не надо сильно. Чуть-чуть ровнее. Вот так. Ага, попробуйте вперед. Ой, слушайте, Вот. это такое дело. Тут главное понятие. Ай. 90 градусов попробуйте. Ага, и вверх-вниз. Вот плохо шаблон у нас прихватился. Ничего. Когда закусывает пилку, значит у вас положение этого. То есть Ага, да, как бы надо криво, ровнее косо. Главное, стараться, нужно ага. стараться, чтобы пилка наша стояла очень. Да, и чтобы ровненько. в стол не упиралась. Ага. Тут довольно-таки сильные пальцы на самом деле иметь надо. Потому что держать нужно саму заготовку. И контролировать, контролировать направление процесс. красиво. Ну, в принципе, да, друзья дорогие, женщина тоже может справиться с этим делом, если увлечься. Почему бы и нет? Можно придумать какое-то крепление, допустим, на первое время. Во, процесс. О, нахалтурили с приклеиванием. Немножко. Нет, с шаблоном, Так, когда клеим. шаблон. Подождите. Ага. Ой, устали. пальцы устают, Ага. очень устают. Так, ну, Так, сейчас он в столик упрется, маленько так подвинем. вот так. Ой, так. Ну, И вот. до конца? Можете Или до нет? конца. Ага. Нет, Давайте я могу продолжить. Давайте вы продолжайте. Довольно, знаете, надо вот действительно иметь очень сильные пальцы и крепко держать эту пилу. Да, на кружке ребята у нас учатся в основном первое время, конечно, пилить по прямой. Вот чуть-чуть подзакусила у нас. Ну, я когда вот выпиливаю, рука вообще практически не напрягается. Ну, кулак именно не напрягается. Тогда металл поддается. Должно быть как-то приноровиться нужно. Да, у меня ни в роду нигде, никогда не было ни ювелиров, никого. Но с детства оригами увлекался. Может быть, это дало свой какой-то толчок тоже. У меня мама воспитатель, отец механизатор, получается. Слава богу, у нас интернета не было. Да, все делали руками.
Да, вот Ну а в сейчас основном вы собираетесь вот своих учеников как-то оторвать от этого мира, да, немножко? Компьютерного, Да. Ну или хотя бы, чтобы они поменьше времени проводили. В основном пилки лопаются у начинающих ребят при повороте. То есть они доходят до поворота, выкручивают лезвие, получается пилка изгибается и лопается. Приостанавливаемся на повороте и чуть-чуть на месте стоим и поворачиваем пилку. Но Вот так вот очень просто. На самом деле довольно-таки это нужно действительно приноровиться да. к этому делу. Вот вы как быстро все это делаете. Практика наша все. Да. Самое главное начинающим, кто вот Поэтому у ювелиров, действительно, дорогие друзья, когда очень много деталей каких-то мелких, это действительно очень такой, знаете, труд. Труд и мастерство. терпение. Да. И все это вместе потом дает прекрасный результат. И получается невероятной красоты изделия. Сейчас получается, слава Вот богу, у нас смотрите, есть. видите, вот с помощью таких вот инструментов выпиливается вот такое вот, да? Смотрите, сколько деталей, Под это подвеска, сколько красоты. Так, тут мы маленько ушли Очень внутрь. красиво. Ничего В страшного. сторонку. Ага. Ну, немножко мы испортили. То есть здесь должна быть, по идее, геометрия такая четкая, да, соблюдена? Да, стараться. Ну, ничего страшного. Есть ученик, который совсем не получается у него по прямой пилить или круги, но когда доходит дело до якутских узоров, ну, ему практически нет равных. И при том, как все круги, которые он пытался тоже, когда только обучался выпиливать, они получились как такие архаичные древние монеты, как будто, по-моему, вот тут вот есть они в этом наборчике, посмотрите. Да, здорово, классно. У нас выставка скоро будет, мы готовимся и для привлечения внимания хотим сшить мешочек кожаный и туда сложить эти монетки, да, и потом получается, чтобы они лежали, привлекали внимание. Такой нестандартный, как будто этот, свой стиль. Я ребятам говорю тоже, да, не бойтесь учиться свой Смотрите, стиль друзья, отрабатывать. вот у нас, вот над чем мы сейчас трудимся. Вот, Только у нас в обратном. Посмотрите, сколько красоты, сколько вообще изящества в этом изделии. И, ну, это реально, это надо потрудиться. Так, Значит, мы вырезали две заготовки. Это вот сам харысхал. У нас будет... и подложка. Да, двусоставный такой вот, ну, скажем, харысхал. Из двух частей. Да, из двух частей. Ага. Зашкуриваем, получается, поверхности. Ну, Работаем шкуркой, да? да, наждачкой. Наждачкой. Профессиональные ювелиры вообще на конкурсе ребята используют серебряный припой специальный. Он тоже в магазинах продается. В магазине в городе у нас в одном. Получается, но так как в рамках кружка сама операция паяния, вот, она тоже трудоемкая такая, там надо улавливать момент, когда, чтобы не переплавить металл, мы используем простой припой на основе олова. Ну, тоже мы не с драгметаллами заработаем. А вот кто готовится к конкурсам, конечно, у нас внутренний отбор идет. Там ребята уже, получается, они с серебряным припоем работают. Просто он Там всегда уже ответственность такая в ограниченном ресурсе. высокая, да. Потому что материал очень дорогой, и, конечно, ошибаться, портить материал жалко. Ну, как только потихоньку все равно пробовать надо, конечно. Ребята пробуют, потихоньку. Сначала может не получаться, потом все равно выходит у них, и уже когда навык освоен, спокойно. А вот сколько этот нужно. материал, где его можно приобрести? Вы сказали, ваша школа приобретает это как-то по заявкам, да, по вашим? Да, по заявке получается. Вот нам остается припаять их сейчас. То есть, смотрите, вот два получилось у нас изделия, и Две части, ага. да, и харысхал можно прикрепить уже к нижней части. Это у нас будет как бы подставочка такая. А с помощью чего? Припаять? Ну, можно и клеем, конечно, но клей не будет держать, мне кажется.
А припой простой на основе олова. Мгм. У вас есть специальный аппарат для этого? Да, у нас есть газовая горелка и асбестовая плита. Без нее ребятам нельзя, получается, работать. что, идёмте, да? Да. На конкурсе тоже, получается, используют асбестовые плиты. Асбестовые. Так, плита. Припой у нас вот такой вот. Он удобно, он в форме пасты. То есть его нанести можно. Кисточкой или пальцем, да, как-то Нет, можно? пальчиком ни в коем нельзя. случае. У нас титановая спица специально для припоя. Ее же используют и при серебряном припое. Просто это у нас она вся в этой пасте, поэтому отдельно у нас для припоя серебряного есть газовый баллон, газовая горелка. Устанавливаем. Тут пьезоподжиг, к сожалению, не работает. Нам потребуется зажигалочка. Тоже никаких горючих материалов рядом не должно быть, легко воспламеняющих, никаких посторонних. У нас на уроках, да и на кружке тоже дисциплина – это основа. В первую очередь. Вообще в конечно, первую да. очередь. Вот мастерская труда – это не простой класс. Это у нас зона все-таки с инструментами. Тут, допустим, мы наносим. То есть по чуть-чуть буквально, вот я смотрю, Да, вы кладете, не да? надо сильно много тоже, иначе будет слишком много припоя, он вытечет. Но на мельхиоре не так уж он заметен. Если ребята делают для себя, они могут небольшие там допускать. Ну, какие-то ошибочки. огрехи. Ну небольшие. да, потом Но, в принципе, вот этот вот постепенно. остатки, их же можно тоже отшлифовать, да? да, убрать? подшкурить. На латуне он заметен, этот припой на основе олова. Очень сильно. Это еще тут площадь нанесения большая, я считаю. Есть изделия, ученики, которые делали, вот то ходит Прямо давно. вот совершенно миниатюрные, да? какие-то? Да, для реализации, чтобы он понял принцип тоже сборки, да, тоже сразу же с серебряным припоем не пойдет в бой. Это как в новую, наверное, игру зайти и сразу на главного босса полететь. Здесь ребята принцип сам понять, что как соединять две металлических заготовки. То есть работа очень такая, ну, требующая максимального внимания, Да, концентрация. концентрация, потом соблюдение техники безопасности обязательно. Бедные наши канцелярские зажимы. Так, ну Мы да. такие вот используем. Нанесли. Так, тут мы маленько, когда пилили, ушли же, не в ту сторону. Нам надо угадать, где мы были. Вот, Ну, это примерно мой грех. так. Ну, ничего страшного. Вот. Некоторые изделия, я же говорю, допустим, наоборот, даже выглядит. Вообще, в старину не гнались же за идеальной точностью, по-моему, Ну да, да. но выглядели как изделия. Потихоньку запускаем. Пламя сильное тоже Пламя не нужно. регулируется, да? Да, тут температура плавления у этого припоя, по-моему, 180 с чем-то градусов, 200 ду. А эта горелка до 1500 почти нагревает. И легкий прогрев А начинает. какие-то очки или что-то защитное не надо? Да, обязательно. Ну, у меня свои очки, как Да, у защитные. меня идут. тоже очки. Ага. Можно чуть-чуть прибавить. А так мальчишки надевают очки. Да, обязательно. Очки, халаты Надевают очки, Защитные халаты, эти. защитные, да. на руки. Там это долго все поджаривается? Да нет. Что я перегрел даже, по-моему. Обязательно Вот, выключаем, видите, уже дымок пошел. убираем. Ух ты! И опускаем, остужаем. Там температура достаточно такая Тут высокая. почти до 300 чуть ли я не догнал, О, что ли. Да, вы что? Смотрите-ка, она вся вон прям, Радужность. Кому-то нравится так. да. Торцы обрабатывают и прямо как этот титановый сплав, как будто говорят. Мельхиор. А на самом деле это мельхиор. Нам нужно сейчас торцы подогнать, то есть опилить и получается выбрать, с какой стороны мы засверливаемся для веревочки. На самом деле тут ушко, по идее, можно доработать. И сейчас мы перемещаемся и на опиливание идем. Хорошо. Все это получается под Опять пристальным вот к еще же, этому, да, да. контролем.
Те, у кого руки, допустим, устают, могут использовать зажим. Сделали как бы ювелирный. Ребята сами тоже уже смотрят, какие Ну, уже инструменты какие-то есть. приспособления сами придумывают, Да. да? Что-то там, допустим. Простой клин идет, получается. Вот, ну что. Все, и потихоньку тоже начинаем. Но лично мне с зажимом не очень. Я люблю чувствовать, контролировать металл вообще, стараться. Но это все равно, наверное, что работает в перчатках, да? Ну, вот имея вот этот зажим. То есть Да, ты не для чувствуешь. детей обязателен зажим. Ну, при повышении навыка, конечно, технику безопасности, если не нарушают, не балуются, то работают так, чтобы металл можно было чувствовать, допустим. Ну, направление. Вот особенно, когда пилят, допустим, пилка же тонкая совсем. Ну да. Но это я сама на себе попробовала, это очень достаточно. Этим надо крепко держать. Какой звук. Опа. Работа для усидчивых, так скажем. Но всем подойдет. Самое Ну, в главное, принципе, еще раз женщины говорю, и девочки могут тоже ведь взрослые, да, допустим. да даже не в если, принципе, а могут спокойно. Когда откроется ваш центр учебный, могут прийти и женщины, Попробовать. да, девушки. А девочки вот проявляют интерес, приходят к вам на кружок? Да, на кружке есть. Ну, это очень интересно. Это просто вот такое удивление, такой восторг испытываешь, когда из какой-то железяки вот такой вот, да, получается, ну, какой-то шедевр. Просто вот, знаете, вот что мы выполняем. Вот в идеале, что у нас должно получиться. Вот, двусоставный такой вот у нас харысхальчик. Харысхал, я напомню, что в якутской традиции, в культуре якутов это такой оберег, очень такой важный, нужный, необходимый. Его можно где-то у себя на теле, допустим. В кошелек. Или в кошелечек, да. Или же где-то у изголовья, где-то. Ну, в общем, применить можно в разных ситуациях и приспособить там, где он должен быть, тоже, ну, масса вариаций. Вот это вот напильник, да, или Да. как это называется? Напильник по металлу. Так, ну, над фильмами мы прошлись, обработали. Теперь, опять же, вот некоторые ученики тоже говорят, самое скучное – это ошкуривание, но при этом одно из самых важных. Очень важных этапов. Правильно ошкурить при полировке набор машинки, там, допустим, паста. Если неправильно ошкуришь, недостаточный блеск будет, скажем. Но мы с вами сегодня изготавливаем, полируем опять также на кусочки войлока. Некоторые ученики, говорю, называют это древняя технология. Вообще с металлом раньше я не работал, не касался этой темы вообще никак. Ну, вы же географ. Да, по первому образованию я географ, потом курсы проходил по преподаванию технологий, ИРО и ПК наш. И получается, самого хобби было изначально кожевенное ремесло, так скажем. Ну, то есть что-то делать руками, Да. да, вот как-то вот. Чисто мужские такие занятия, это вот дерево, это металл. Даже скетчбуки раньше делал, было такое тоже. Это грех такой. Но скетчбуки такая интересная тема, она в узких кругах очень ценится. Это вот альбомы для рисования. Да. Бывало, даже каллиграфию как-то пробовал, осваивал. В прошлом году позвали меня в наш дом, дворец детства, по-моему, или творчество, да? Там в городе-то. В Якутске. Ага, мастер-класс по кириллице провести. Очень интересно получилось, вспомнил. Все свои навыки, да? Ну, Умения. а Вообще здорово. металл вот с позапрошлого года, как с хатасскую школу устроился, получается. Так мы и увлеклись этим. Очень интересная тема такая. Трудоемко, еще раз говорю, да, но когда видишь конечный результат, пусть даже где-то немножко поначалу ты неправильно сделал, мы все-таки, я еще раз говорю, да, тоже я не ювелир, сам по образованию нету ничего, но
основы изучать можно. Курсы по ювелирному направлению сейчас держу связь. Вроде бы в апреле То есть у должны нас, в принципе, стартануть. в Якутии можно пройти да, такое обучение? Да? Ну, на базе высшего, получается, как Повышение квалификации. да, переподготовка или повышение квалификации. Ну да, то есть как бы сейчас ведь образование у нас какое? То есть мы должны постоянно себя как-то учить новому, да, каким-то новым навыкам, умениям. То есть это на рынке труда это очень такое ценное качество, когда человек хочет, умеет, находит возможности и повышает свой уровень профессионализма в разных сферах. Не знаю, мне больше Ошкурева не нравится. Прямо вот, когда меняется сама поверхность. Так, ну что, у нас остается совсем мало времени, и наше изделие вот завершается практически, прям приобретает лоск, красоту, блеск. Наносим в наш кусочек войлока пасту Гои. Тоже недорого вроде стоит. Вообще для хобби не надо, мне кажется, отдельную статью в бюджете можно. Даже, да, Семейным, завести, да. семейным. На свои хобби-то, конечно. Все равно нужно как-то вкладываться, сколько-то, да? Запомнили, какая поверхность была до? Зафиксировали. Ну-ка. Вот, сейчас все После. эти... Тоже как бы сатинированный какой-то блеск. Да, блеск такой. Не прям вот какой-то, знаете, такой вот прям вот хищный. Очень красивый такой, спокойный блеск. Мягкий матовый. Да, какой-то блеск. матовый. Ага. Вот, дорогие друзья, вот такие вот изделия изготавливают мальчишки с 6 класса. Но я думаю, те, кто увлечется, для кого это вообще тема интересная, образовательных курсов в море, ну и в конце концов когда-то можно будет прийти к вам на образовательный курс, к педагогу здесь при Хатасской школе. Ну что, Да. друзья дорогие, увлечемся и попробуем.